Фольклорный стиль в сочетании с крутым глэмом в купе, современными модными тенденциями – все это неофолк. Именно такой дресс-код заявлен на крутом фэшн-мероприятии. Я, стилист Бибинур Пакеева, приглашаю вас на этот праздник моды и стиля, где соберутся не только стилисты Казахстана, но и Средней Азии и России. Какой же праздник моды и стиля может пройти без злого стилиста Мади Бигдейр? Мади, дорогой, пожалуйста, ответь мне на вопрос, почему День стилиста отмечается именно в сентябре? Я не знаю, честно говоря, как исторически так сложилось. Может быть, потому что мы любим свою работу, может, потому что мы работяги. Сентябрь — это, наверное, самый работающий рабочий месяц. Хотя, честно говоря, я не знаю исторически, почему именно 13 сентября. Но мне нравится это число, потому что 13 — мое счастливое число. Стоимость какая? Примерная стоимость этого костюма будет... Ткань, вот сколько стоит? Ткань. Вот эта ткань метр стоит буквально 3000. Фурнитура? Фурнитура здесь, смотрите, я ткань беру основную, не сильно дорогую, чтобы стоимость была бюджетная. Ткань основная 3000 тенге метр, но здесь идет дорогая фурнитура. Дорогая фурнитура, пуговицы, например, одна штука, пуговицы 400 тенге. Подклад недешевый. И здесь самое дорогое адрас. У адраса, конечно, там метр стоимость от 7000 тенге. Ну, вы как понимаете, здесь его использовано немного, поэтому выходит... И плюс еще человеческий труд. Конечно, плюс человеческий труд. Во сколько обошелся этот образ? Вы знаете, этот образ мне обошелся совершенно фантастически в подарок. Потому что это образ нашей знаменитой художницы Асель Кенжетаевой. И вот только буквально 2 недели назад это все было в Лондоне на выставке. Прямо сейчас я прям у входа поймала наших почетных гостей из России. Марина, здравствуйте. Очень приятно. Как вам Казахстан? Тепло ли вас встретили? Великолепно. Это первое мое путешествие в этот максимально гостеприимный, радушный город и страну. Я правда в восторге. Это очень искренние чувства, эмоции вообще от всего, что здесь было за все эти дни. Скажите, пожалуйста, во сколько вам обошелся ваш образ? Так. Ну, во-первых, это вещи, которые на мне. Здесь есть винтажные вещи, которые абсолютно бесценны. Есть то, что создавалось и привозилось мной из разных стран в разные годы, поэтому, честно, даже сейчас, наверное, сложно посчитать. Но я думаю, Тоже навскидку не? Да, но я думаю, что это где-то больше 150 тысяч рублей. Примерно. Круто. Только так должны одеваться самые крутые стилисты. Расскажи, пожалуйста, подробно, почему жемчуг? Так как тема у нас была неофолк, я решил представить свою страну в первую очередь и подумал, что было бы интересно подать ткань традиционную в нетрадиционном ключе. Вот, я разработал из вот такой вот пижаму. Не принято у нас вообще одеваться в полный адрас мужчинам. Я это правило нарушил. И разбавил в целом еще и нитками жемчуга для того, чтобы придать торжественности некоторой больше классики. Неофолк имеет пол? Нет, наверное. Ну, в смысле, у него нет какой-то четкой градации, что неофолк подходит только девочкам или мальчикам, потому что неофолк — это же фолк. По настроению, вот как бы ты ее охарактеризовал? Я бы его охарактеризовал как что-то магическое и фантастическое. То есть это не про пол и не про гендерную принадлежность, это больше про состояние души. Сегодня было все, и угощение, и зрелище. Надеюсь, сегодняшние образы вдохновили вас на то, чтобы найти где-то там, в своих сокровенных сундуках, винтажные украшения от своих предков. Используйте их обязательно в своих стильных образах.